Срок приема документов для участия в конкурсе на лучшее личное подсобное хозяйство продлен до 7 июля, заявили в Минсельхозе. Принять участие в конкурсе может каждый, кто ведет личное подсобное хозяйство. Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе, который проходит с 13 июня по 7 июля 2024 года, проведут оценку и отбор участников конкурса на территориях муниципальных образований для последующего включения их в число участников второго этапа. Заявки на участие принимаются органами местного самоуправления в письменном виде с приложением фото или видеоматериалов. Мансур Булгучев завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по грэпплингу и грэпплингу-ги. На соревнованиях спортсмен выступал в весовой категории до 27 килограммов среди спортсменов с серыми и желтыми поясами. В Ингушетии открыт набор на военную службу с возможностью заключить контракт сроком от 1 года и более для граждан от 18 до 60 лет. При участии в СВО вы можете получить статус ветерана боевых действий. Заключение контракта на территории Ингушетии дает право на единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. От государства военнослужащий получает 195 тысяч рублей при заключении контракта на срок от 1 года и более. Ежемесячное денежное довольствие составляет от 210 тысяч рублей в зоне проведения СВО. В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет, помимо финансовых льгот, военнослужащим предоставляются различные привилегии, включая кредитные каникулы, налоговые льготы, приоритетное обучение для детей, услуги по трудоустройству, психологическая и юридическая помощь, а также бесплатные путевки в лагеря для детей. По всем вопросам обращаться по адресу: город Назрань, улица Муталиева, 56, или по телефону 8 928 725 25 76. Международная боксерская федерация IBF разрешила проводить рейтинговые поединки в России. Ранее IBF вернула россиян в рейтинге федерации. Санкции были введены в связи со специальной военной операцией на Украине. Напомню, что 27 июня в регионе состоится международный турнир по боксу, посвященный столетию ингушской государственности. Встреча пройдет во Дворце спорта МАГАТЭ имени Берда Евлоева. В рамках турнира состоится матчевая встреча между командами сборной Ингушетии и сборной мира. Капитаном сборной республики станет прославленный боксер Константин Дзю, а сборную мира возглавит Кевин Джонсон. В составе нашей команды выступят Курейш Сагов, Исмаил Илиев, Сергей Сергеев, Ибрагим Таркоев. Медийным боем станет противостояние между Максом Топором Щербаковым и президентом Федерации бокса Ингушетии Ломали Газгиреевым. В Минфине рассказали о порядке индексации выплат работающим пенсионерам. Госдума сегодня может рассмотреть законопроект о возобновлении индексации выплат работающим пенсионерам. Пересчет пенсии будет проводиться 2 раза в год с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля, когда меняется размер индивидуального пенсионного коэффициента. Условия индексации будут одинаковыми и для работающих, и для неработающих пенсионеров. Футбольный клуб «Ангушт» одержал победу над «Аланией-2». Яркий матч 15-го тура первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизион Б группа 1 состоялся накануне на стадионе имени Рашида Аушева в Назране. «Ангушт» одержал уверенную победу со счетом 2-0. Спортсмены клуба «Ади Ахмат» завоевали золото и серебро на международном турнире в Узбекистане. Двое ингушских спортсменов показали на этом турнире достойные результаты в своих весовых категориях. Победителем весовой категории до 97 килограммов стал Евлоев Мухаммад. Спортсмен провел 3 победные схватки и выиграл их досрочно. Серебряную медаль в категории до 77 килограмм выиграл Барахоев Исмаил. В России предложили ввести студенческий мат-капитал. Программу уже запустили в Ивановской области в апреле 2024 года. Там студенческие семьи, в которых родился первый ребенок, могут получить 1 миллион рублей дополнительно к федеральному мат-капиталу. Получить выплату могут семьи, в которых матери ребенка не исполнилось 25 лет. Оба родителя – студенты вузов или колледжей. В Госдуме предложили распространить программу на все регионы страны. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия. Новый порядок не отменяет возможность для граждан при желании обратиться за назначением этой меры поддержки в органы социальной защиты или МФЦ. Оклад запретят устанавливать ниже уровня МРОТ. В Госдуму внесли законопроект о запрете устанавливать оклад ниже МРОТ. В 2024 году размер МРОТ на федеральном уровне составит 19 242 рубля.
17 медалей завоевала сборная Ингушетии по грэпплингу на межрегиональных соревнованиях в Моздоке. Турнир проходил 20 июня, его участниками стали более 200 спортсменов из близлежащих регионов. По итогам борьбы спортсмены Ингушетии выиграли 17 медалей, 9 из которых золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые.